16 сентября свой 80-й день рождения отмечает Алексей Максимович Арджинья. Человек, который добился больших успехов в спорте, на протяжении 30 лет работал генеральным директором «Абхазхлеб», является заслуженным охотником Абхазии. Сегодня он на пенсии. Нашу съемочную группу и своих друзей он радушно принял у себя на даче в Ачадаре, где проводит все свое время и занимается хозяйством. «Не могу сидеть сложа руки, привык все время чем-то заниматься», — говорит хозяин. Еще в отрочестве он начал трудиться, освоил несколько профессий в жизни и даже работал киномехаником в 14 лет. Родился Алексей Арджинья в Гудауте, там окончил начальные классы, затем в школу ходил в городе Новый Афон. И когда родители в 1956 году переехали в Гулерипшский район, там он продолжил свою учебу. Алексей Максимович, в вашей биографии есть такой очень интересный момент. Вы в 14 лет работали киномехаником. Где вы этому обучились и как долго вы работали? В совхозе Ильича Гулерипших. Отец там был директором. Но я вообще технику любил всегда и учился. И вот там был киномеханик, который меня научил, как заправлять, как показывать и так далее. И вот он, к сожалению, быстро умер, потом меня назначили, и я почти каждый вечер показывал фильмы, и народ там собирался. И вот я киномехаником, ну, правда, недолго, там, когда отца перевели, оттуда перевели министром сельского хозяйства. Вот, мы переехали в Сухуми, и поэтому я это дело бросил. Стал заниматься борьбой. Классической борьбой. У меня был тренер Мачкаляни, он чемпион Европы был. И вот он меня тренировал здесь, в Сухуми уже. Двукратным чемпионом Грузии был, мастером спорта стал. И ездил я и в Россию на первенство Союза, на Украине проводили первенство Союза. Вот я там выступал. Одним словом, как борец, все знали. Вольная борьба – это можно подножки делать, а в классической борьбе только от туловища, да, вот от пояса вверх надо бороться. Ноги нельзя трогать. Вы были первым абхазом, который получили звание мастер спорта по классической борьбе. Каково это быть первым? Мастера спорта здесь не было вообще никого. Я почему-то не так считал, что вот я такой, я сякой. Ну, серьезно занимался и все. Я сам себя не могу хвалить и не буду хвалить. Я закончил институт, инженер-технолог, и я начал работать в хлебопечении, в Ацах, там, в деревне. Я там начал работать и отремонтировал там помещение, все. И какое-то время, год, по-моему, работал я там. А потом меня взяли сюда, в Сухуми. Вот где сейчас посольство, вот там пекарня была. И я в этой пекарне начал работать.
И с этой пекарни и пошло, значит. Колос есть пекарня. Это я с фундамента строил. Я был там директором и построили вот это вот Колос. Еще в новом районе есть пекарня, такая круглая пекарня, здание круглое. Вот это я построил. В общем, 4 хлебозавода хороших. В Корчеле новый хлебзавод построили с оборудованием, все. Почему-то после войны они раскурочили там. Я не знаю, что случилось. Я уже ушел на пенсию. В Очамчирах тоже новый хлебзавод построили. Одним словом, много чего сделали, построили. И прекрасно работало это. Потом война началась. Во время войны вам пришлось организовать работу по выпечке хлеба. Насколько это было сложно? Сложно было и опасно было, потому что меня Владислав посылал за мукой по всей России, где только я не был. Деньги прятали мы, чтобы нас не ограбили. Я на машине своей ездил туда. Краснодар, где только я не был. И вот оттуда привозили муку и кормили людей. И вот многие говорят, значит, у нас проблемы не было с хлебом во время войны. Кто вот воевал тоже, значит, я всегда спрашивал, как с хлебом. Вот так, говорит, у нас полно хлеба. Нету проблемы с хлебом. Не знаю. Это ваша заслуга? Ну, наша заслуга. Хлебопеков. А Лен воевал, да. Он должен был воевать. И он пошел воевать. Мы очень редко встречались во время войны, потому что я ездил по всей России там за мукой, за дрожжами и так далее. А он воевал, вот когда у него какие-то были возможности, мы в Гудаутах встречались 1 раз, 2 раза, больше мы не встречались. Где-то 25 или 26 лет проработал в системе хлебопечения генеральным директором Абхазхлебопродуктов. Там и хлебзаводы, и мелькомбинат тоже мне подчинялись. А вот в этой сфере что самое главное? Какими качествами должен обладать директор, чтобы работать хорошо наладить работу? Не воровать. Надо быть порядочным, честным и не воровать. Вот это вот самое главное. Я Алексея Максимовича знаю лет 40 с лишним. Мы с ним вместе работали. Он возглавлял управление хлебопродуктов в Абхазии. Он был классный специалист, хороший хозяйственник. Таких сегодня очень мало встретишь. Он знал свое дело. Вот в Абхазии сколько хлебзаводов было, почти все хлебзаводы, несмотря на то, что он генеральный был директор, он все своими руками настраивал, выполнял любую работу. Я его, так шутя, всегда называл абхазским Кулибином, потому что он был специалист высочайшего класса. Человек, когда совмещает человечность, порядочность
и еще и профессионализм, я думаю, что лучше этого ничего нет. Прекрасных детей воспитал его сын, участник войны, награжден. Дочка его прекрасная, замужем, у нее дети, зять его прекрасный парень. Отца старший брат. Вот он был такой охотник, всегда ястребом ловил. И вот он меня научил это. Я полюбил это дело. А что в нем такого интересного? Что вас привлекло? Ну, представляете, вот надо поймать птичку, потом надо поймать ястреба, ястребом ловить перепелок. Ястреба держишь вот так, и собака ищет перепелку. Собака, если сделала стойку, ты ему говоришь: возьми. Он прыгает на эту перепелку, перепелка взлетает, и ты бросаешь ястреба на перепелку. Он догоняет перепелку, хватает и садится. Ты подходишь, за ноги вот так берешь, перепелку снимаешь, его на руку сажаешь, и все. У меня до 10 этих ястребов вот здесь сидели. Знаю, вот мои друзья, значит, вот шахматы играют, или там шашки играют, или домино играют целыми днями, и вот не надоедает. Я, например, вот домино там, или шашки, или шахматы, и даже бильярд, ну, могу поиграть полчаса, час, может быть, и все это надоедает. А вот ястреб ловить, я могу целый день сидеть и ловить ястреб. Я кому только не дарил. Это знаете кто? Сергей Васильевич? Да. Вот ему каждый год давал. Правда, он мало ходил на охоту, но любил, чтобы у него ястреб был. Вот это на берегу, где мы кофе пьем, да, Брехаловка называем, да. Когда он был президентом, он каждую субботу, воскресенье он туда приходил. Там кофе выпьем, все. Потом он нас собирал, хаш кушать ходили, и он нас всех угощал там. Я заслуженный охотник Абхазии, заслуженный охотник Абхазии. И мы каждый год в Ачимчирском районе там хлеб-соль накрывали и отмечали вот эту вот дату. Когда Сергей Васильевич начал президентом стал, я ему говорю: Сергей Васильевич, все время в Ачимчирском районе вот это гудауты, что нету охотников, что ли? Я говорю: гудауты, давайте сделаем один раз хотя бы. Он говорит: давай, организуй. Я поехал туда и сделали. Он приехал тоже туда, тамадой стал он. И там и старики тоже, которые бывшие охотники, они пришли тоже туда. Я не знаю, откуда он заранее знал, что ли. Им всем троим подарил ружья. Подарил. Так они обрадовались, все. Алексей Максимович немногословен. Друзья говорят, это характерная черта его натуры. А еще он скромный, порядочный и хороший друг. За это мы его и любим. А наша дружба настолько крепкая, что выдержала немало испытаний в жизни, отмечают люди, с которыми юбиляр общается уже более 50 лет. Я легкая атлетика, я мастер спорта международного класса, а он мастер спорта по классической борьбе. 1973 года мы с ним знакомы, и вот с тех пор
у нас завязалось какие-то отношения, дружеские отношения. И даже не то, что наши личные уже, мы семейные наши уже связали такие отношения. Мы постоянно по всем дням, дата или какая-нибудь это, мы всегда встречаемся. Он очень добрый, трудоголик, живет здесь, такое хозяйство у него. И в основном он все на свои плечи возложил. Занимается, работает, и несмотря на то, что ему уже 80 лет ему, а он продолжает трудиться и на благо своей семье. Надежный товарищ, во-первых, очень надежный. Можно ему довериться, знаем, что останется это между нами какой-то. Очень добрый. Мы с Аликом познакомились, вот здесь профилактика была наверху, вот здесь недалеко. Это было в 72 году. 72 год, 72-73, может, чуть-чуть ошибаюсь я. И пошла дружба у нас, потом семейная пошла дружба. Мы познакомились с семьей. Он прекрасный друг, прекрасный семьянин. Ну, когда семьянин хороший, и друг хорошим должен быть. Я часто приезжаю. Вот здесь мы иногда со Славиком приходим, домино играем, так вот шутим. Может, столик какой-нибудь организовываем. Вот так всегда не бросаем мы друг друга. Короче, мы до того крепкие наши семьи сдружили, что мы друг друга не смогли бросить. Дети Ален, вот его сын и мой сын вместе воевали. Мой бедный погиб вот здесь, когда город брали. И дети тоже дружат до сих пор наши. Крепкая дружба была, потому что прекрасный Алик наш был друг и до сих пор остается прекрасным. Если бы их не было, я бы давно умер бы. Вот меня друзья держат. Когда вот их нету, да, вот Славика этого, Ваню, да, я начинаю нервничать. Приезжаете, я один здесь сижу. И приезжают. Алексей Максимович сегодня счастливый отец, муж и дедушка. И это самое главное в жизни, отмечает он – воспитать порядочных детей. Рядом с ним его верная спутница Медея, которая помогала ему во всем. Фрукты, что вот у нас в Абхазии растет, все есть. Виноград я 1,5 тонны в год собираю. Вино у меня прошлогоднее еще где-то 300 литров есть. И этого года, значит, тоже сейчас осталось где-то литров 300. Я не продаю. Вот у нас ацануха делаем, да, здесь. Всегда я им вино даю там. Правнук растет. У меня есть правнуки, внуки и так далее. Надо же, чтобы они видели, что я делаю, и чтобы потом продолжили мое хозяйство. Вот самое главное в жизни – у меня хорошие дети, хорошие внуки, правнуки. Вот самое хорошее, что я считаю. Если больной был, домой к нему пошел. Ой, не могу. Вот так не живи. Да. Я вчера был в Гондоре. Симач, где твое вино? Хочу его поздравить, пожелать ему здоровья, счастья и благополучия. Я очень доволен, что на своем пути встретил такого прекрасного человека и прекрасного специалиста и прекрасного хозяйственника. В честь его 80-летия, его пожелать ему, во-первых, конечно, в нашем возрасте только здоровья, главное, крепкого здоровья. И чтобы он держался так же по отношению к своим близким, родным, друзьям, с той душой, которой он, как молодой был, так и он, чтобы сохранялся. Алексей Максимович, я тебя поздравляю. Гургу Ухмару, что из таки басипша, унахузат от души поздравляю тебе, твоей семье. Долго-долго еще мы с тобой будем жить. Не бойся, все будет нормально в нашей жизни. Всех благ я тебе желаю, унахузат.
Говорят, жизнь прожить не поле перейти. Прожить ее совсем непросто, а достойно еще сложнее. Алексею Максимовичу это удалось, и в первую очередь благодаря благим делам, которые он совершал на протяжении всей своей жизни.